Здравствуйте, меня зовут Федорова Айта, я ученица 5 Д класса школы номер 7 города Якутск. Тема моей исследовательской работы — влияние бытовых отходов на окружающую среду. Экологические проблемы, связанные с переработкой бытовых отходов, приобрели первостепенное значение в мире, и возникло необходимое вовлечение в нас подрастающего поколения для их решения. Исходя из этого, я выдвинула следующую гипотезу, что изучение проблемы мусора, математические расчеты, владение информацией о количестве загрязнений окружающей среды поможет нам обратить внимание населения нашего города, наших одноклассников, учеников школы для сокращения мусора в нашем доме, городе, стране. В таблице указано, как долго разлагаются в природе наши бытовые отходы. Специалисты подсчитали, что если мы мусор не будем уничтожать, то через 10-15 лет он покроет нашу планету слоем толщиной 5 метров. Я и моя семья в течение недели подсчитывали, сколько бытового мусора мы выбрасываем за одну неделю. У нас всего получилось 1025 грамм. Получается, что моя семья за месяц выбрасывает 4100 грамм бытовых отходов, а за год примерно 12 килограмм 300 грамм бытовых отходов. Я провела подсчет, сколько пластиковых бутылок в среднем моя семья использует за год. Она составляет 384 бутылок в среднем за один год. Я почитала площадь, занимаемая пластиковыми бутылками за один год, за 10 лет, которые выбрасывают мои одноклассники, если их сложить в ряд ровно. За один год 240 квадратных метров, за 10 лет 2400 квадратных метров. Это только мои одноклассники выбрасывают в среднем за 10 лет пластиковые бутылки площадью 2400 квадратных метров. На этой площади можно было бы посадить деревья, посеять картошку, капусту и другие сельхозкультуры. Цели и задачи, которые были поставлены, достигнуты благодаря весьма несложным математическим подсчетам. Если мы смогли оценить масштабы, серьезности и значимость такой экологической проблемы, как накопление мусора. Первое, при изучении экологии ответы на многие вопросы можно получить благодаря математике. Второе, математика позволяет производить точные измерения, выполнять подсчеты, расчеты и подтверждение наблюдения. Третье, гипотеза о том, что математика напрямую связана с экологией, как и наука помогает ей, верна. Четвертое, необходимо просвещать подрастающее поколение и раздельном сборе мусора.